Туркменистан. Сын президента открыл гостиницу для животных. Россия. Сотни трудовых мигрантов заражены COVID-19. 9 мая в Таджикистане. Рахмон предостерегает от терроризма. Сын президента Туркменистана, а по совместительству министр промышленности и строительного производства Сердар Бердымухамедов торжественно открыл 7 мая в городе Анау Ахалского вилаята Туркменистана гостиницу для животных. Об этом пишет издание «Хроники Туркменистана». Гостиница разделена на несколько зон. Первая из них для птиц, вторая для кошек и собак. Всего в гостинице 32 номера, среди которых 20 больших, двухкомнатных и 12 размером поменьше. Там также расположен кабинет кинолога, грумера, купочная, выгульная и тренировочная площадки для собак. Напомним, что президент Бердымухамедов страстно увлекается собаками туркменской породы алабай. Поэтому в стране учреждена Ассоциация туркменских алабаев, председателем которой является Сердар Бердымухамедов. Наблюдатели на местах отмечают, что интеллектуальная деградация и отрыв правящего режима от реальности становятся все более очевидны населению, которое в данный момент особенно страдает от кризисных явлений в экономике на фоне мировой пандемии, простаивая в очередях за хлебом в госмагазинах и получая не более 2 лепешек в одни руки. С начала эпидемии COVID-19 в России заразились сотни мигрантов из стран Центральной Азии. Об этом пишет «Настоящее время». Точной статистики об инфицированных иностранцах у российских властей нет, но в соцсетях уроженцы Таджикистана ежедневно сообщают о смертях своих земляков. В первых числах мая в Санкт-Петербурге от коронавируса умер 40-летний мигрант из Таджикистана Джахангир Азизов. Его тело уже неделю находится в одном из городских моргов. По словам родных, брату покойного выдали только его одежду и сообщили, что тело будет передано для похорон через неделю после повторного обследования. По словам отца Джахангира Идибека Азизова, петербургский муниципалитет потребовал за место на кладбище 80 тысяч рублей. Сказали, разрешения отдать тело пока нет, говорит Идибек Азизов. Сейчас сидим и ждем, когда проведут повторные анализы. Не знаем, когда нам скажут результаты и отдадут тело. Там же надо еще деньги собрать на погребение, чтобы землю купить для захоронения. Определенности нет. У Джахангира остались жена и 5 детей. Тем временем собеседники Хабархо из Таджикистана и Узбекистана, проживающие на данный момент в российских городах, сообщили, что буквально на их глазах от вируса скончались их друзья и близкие. Некоторые из опрошенных пожаловались, что российские больницы отказываются принимать мигрантов с явными симптомами коронавируса. В этом общежитии имеется достаточно большая скученность, большое количество людей, которые должны находиться в самоизоляции, так как другие люди находятся в квартирах. Для них место проживания это общежитие. И, конечно, нам очень важно было обеспечить нормальные бытовые условия и по возможности разобщить тех, кто уже показал позитивный тест, а таких 123 человека. Президент Эмомали Рахмон в честь 9 мая в сопровождении своего сына, спикера Верхней палаты парламента Рустами Эмомали, в столичном парке Победы возложил венки к так называемому «Вечному огню». Рахмон отметил в своем выступлении, что современный мир после победы над фашизмом столкнулся с новой чумой – радикализмом, экстремизмом, терроризмом, и этим угрозам, по его словам, необходимо совместно и скоординированно противостоять. Противостояние таким современным угрозам требует серьезного и ответственного отношения, совместных усилий и скоординированных мер всех народов и государств мира, заявил он. Наблюдатели отмечают, что с каждым годом в Таджикистане вслед за Россией происходит раздувание и расширение мероприятий, связанных с так называемым Днем Победы. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил.
В России данный инструмент используется Кремлем для объединения разношерстного населения страны под флагом патриотизма, воспевания единого советского прошлого. В странах Центральной Азии так называемый культ победы используется для укрепления господства России над своими бывшими колониями, а подконтрольные и лояльные России тираны стремятся опередить друг друга в продвижении этого культа. Атамбаев, Алмаз, как будто упрекает кого-то за то, что есть попытки забыть то, другое. Это тоже неуместное само по себе. Так, например, 8 мая 2015 года на неформальном саммите стран СНГ тогдашний президент Кыргызстана Атамбаев в сердцах возмущался, что лидеры СНГ не отдают должное празднику 9 мая, после чего даже Ислам Каримов отчитал своего коллегу за излишнее рвение в этом вопросе. Считает обязательным какие-то ритуалы, какие-то другие вещи. Очень, очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректным. Эксперты отмечают, что в Таджикистане масштабы празднования 9 мая с каждым годом увеличиваются благодаря властям и подконтрольным им общественным организациям, что в очередной раз указывает на возвращение Таджикистана в орбиту влияния России с агрессивной культурной и политической экспансией.